Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые дамы и господа! И сегодня с вами, как всегда, программа «Сторителлинг по-русски». И я ее ведущая Наталья Коневец. 26 февраля прошел уникальный, я бы сказала, нетоксичный, масштабный форум цифровой экономики, Московский цифровой форум. И для нас, для всех это было уникальное событие, потому что цифровая экономика идет семимильными шагами во все отрасли. И мы убедились, что наши предприниматели в тренде. И я сказала слово «нетоксичное». Почему я так сказала? Потому что слово «токсичный» оказывается самое популярное в мире на сегодня слово. Так вот, форум действительно был нетоксичный, потому что каждый мог выразить свои мысли, преподнести свои изобретения, показать о том, куда сегодня можно инвестировать, в какие интересные проекты, как на сегодняшний день можно сделать СТО и привлекать все больше и больше в этот бизнес молодежь. Появятся новые рабочие места, появятся новые перспективные направления. И мне хочется поблагодарить за вот этот московский цифровой форум лично Германа Клименко. Спасибо огромное, потому что благодаря вам произошло вот это уникальнейшее событие. Ну, а мы сегодня продолжаем нашу передачу «Сторителлинг по-русски». И сегодня у меня гости из Казани. Девочки сегодня прилетели из корабля на бал. Уникальные две дамы, которые будут сегодня рассказывать о себе. И, возможно, мы начнем с ролика и представим одну из дам. Итак, у нас в гостях Виктория Михайлова, генеральный директор компании «Коммерсант Люкс». Добрый день, Виктория. Добрый день. И Рузеля Сафина, продюсер, режиссер, автор, исполнитель. Добрый день, Рузеля. Добрый день, хайырлы көннәр. Да, и мы начнем с твоего ролика. Яратудан куркам. Үзем шулай дидем. Кайт авазлары кушылды да, сүзләремне мең әйттем. Белсәң инде авырлыгын, куркуны җиңә алмадым. Ялгызлык диңгезендә тагын бер үзем калдым. Яратудан куркам диеп, бер үк әйтә күрмәгез. Ятим, ялгыз кимә белән тирән суга кермәгез. Яңгыр ява, яңгыр ява, ләйсән яңгыр ява. Йөрәгемә сагыш Итак, вот этот чудесный клип мы посмотрели про Рузелю. Теперь я хотела бы тебя, Рузеля, спросить. Скажи, пожалуйста, а вот как ты пришла к этому, как ты стала, я бы сказала, звездой не только Татарстана, но и всей России? С чего все-таки у тебя все начиналось?
Спасибо огромное. С детства я хотела стать актрисой. Это у меня, наверное, с того момента началось, когда первый телевизор появился у нас в деревне. Когда вот первый же просмотр у меня был башкирский спектакль, это было про маму, до сих пор еще не забываю. Башкирский язык похож на татарский язык, и я вот как будто все понимала. И после этого я стала после этого спектакля я стала себе, когда нет народа дома, ставить мини-спектакли. А после этого в школе начала ставить, играть. А потом после школы все-таки мама сказала, иди на врача учиться. Я пошла сдать документы в Казань. И тете говорю, я же не хочу быть врачом. А кем хочешь? А я сама стесняюсь, я говорю, актрисой хочу. Ну тогда иди, говорит. Я говорю, мама не хочет. Но я все-таки все равно поехала в Елабугу, культпросветучилище, режиссерское отделение. Вот во время учебы я была постоянно на сцене. Вот некоторые люди там 2-3 выхода, они уставали. А для меня это вот целый день, это было только праздник, да. Я вообще не уставала. Это для меня, вот для моей души, такое вот, душа вот переполнялась. Вот так. А потом, после, я все-таки, когда мне режиссер сказала, не езжай в свой край там, иди в театр. У тебя есть вот это актерское мастерство очень развито. Естественность, вот у некоторых это не хватает, а у тебя вот естественность на сцене. Все-таки я не смогла вот перешагнуть этот. Как раз мама сказала нет, и я не пошла. Я приехала к себе. В этот момент я стала организовать платные кружки, играть в народном театре, выступала все время. А потом еще мы участвовали с Народным театром на Всероссийском фестивале в городе Перми, потом в Москву приехали. Тогда я стала лауреатом. Это номинация там за лучшую женскую роль. Вот так. Ну, вообще, судя по тому темпу, который ты сразу взяла в своей молодости, ты, вероятно, трудоголик. Да, вот это все от этого, вот мне кажется, все время мне казалось, что я очень мало работаю. Вот из-за этого, наверное, все идешь вперед, что-то ищешь новое, что-то находишь, потом опять что-то ищешь. Вот так вся жизнь вот так и прошла. Понятно. Но я хотела бы сейчас обратиться к Виктории Михайловой, поскольку у нее великолепная есть рубрика «Лицо с обложки», то я хотела, чтобы, Вика, ты немножко рассказала, как вы с Рузелей соединились, где вы нашли точки соприкосновения. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова рады поприветствовать всех в студии «Радиометрикс». У нас действительно великолепные программы проходят здесь благодаря Наталье Коневец. Сейчас в нашей студии находится лицо с обложки номер 2 Рузеля Сафина. Рузеля Сафина для меня это панацея. Это человек, который открыл определенные направления в жизни бизнес-журнала. Это человек, который занимается социальными проектами. И человек, по сути, для которого деньги вторичны. Таких людей я встречала в своей жизни не так часто. Люди, которые увлечены своей профессией и своей жизнью, то есть и проживают жизнь как на сцене в естественном формате, это наша Рузеля Сафина. Я приоткрою завесу, что в мартовском номере, в женском номере бизнес-журнала Республики Татарстан и Южного федерального округа выйдет на обложке, конечно же, кто? Рузеля Сафина. Спасибо. Спасибо. Потому что много событий за плечами этой дамы в этом году, вернее, в прошлом году. И в этом году человек провел уникальный конкурс социальной направленности «Золотому голосу золотой Акчарлак». И мне бы хотелось, чтобы она сама лично рассказала об этом конкурсе. Хорошо. Акчарлак переводится как? Чайка. Да, то есть золотому голосу золотая Акчарлак. Золотой Акчарлак. Замечательно. Опять, это твоя идея, Рузеля, и ты автор, и в общем-то, и все это придумала. Но тогда расскажи подробнее, что это за конкурс.
у нас издательский дом «Акчарлак». Мы выпускаем газету «Акчарлак». Уже 20 лет будет в 2020 году. Все время приходят письма, отзывы, много благодарностей. Вот сидишь, думаешь, что еще можно вот этим подписчикам и что хорошее еще давать. И вот пришла вот эта идея провести вот конкурс такой, чтобы они развивались, чтобы они, кто не реализовался в этой жизни, чтобы они реализовались. Объявили в 2015 году, сразу вот 72 человека изъяли свои желания. Потом в этом году уже у нас было 342 заявок. Это же не через административный, они по своему желанию, по своему хотению. И вот из них потом у нас отборочные туры были на гала-концерт в Казань. Приехали 33 человека. И уникальность в том, что у нас участники от 40 до 100. Если подумать, до 100 человек, вот до 100 лет кто-то будет. Было 96 лет, бабушка приехала из Сарманова 340, наверное, километров в Казань. В тот же день и выступала. Вот изумительно. А такие красивые голоса, такие мясистые, природные, мощные, сочные голоса. Но ты знаешь, Рузеля, я думаю, что сегодня присоединится больше участников в твой конкурс, потому что сейчас в прямом эфире уже 4600 человек. И тебя внимательно слушают и смотрят. Скажи, пожалуйста, вероятно, и за эту деятельность тоже ты была награждена орденом «Голубь мира». В прошлом году я знаю, что ты стала победительницей московского конкурса «Успех». Спасибо. Да, и еще, может быть, возможно, огромное. еще есть какие-то заслуги, почему тебе был вручен орден? Не так часто вручается нам общественная награда. Вот Вика просит слова. Можно я Давай, скажу? Вика. На самом деле Рузеля принимала участие в конкурсе «Женщины», женский конкурс, который проходил в Республике Татарстан. Он вещал «Женщина мира», «Женщина года», 2000 Тогда 17. Уже 17. Удивительно, как быстро бежит время. Мы все такие же молодые и красивые, и мы в этом эфире опять. Благодаря Наталье Коневец и Радио Метрикс. Да. На самом деле Рузеля взяла и приз зрительских симпатий, и гран-при. Это человек, который получил из рук наших спонсоров великолепные призы, при том, что мы об этом узнавали самые последние как организаторы. А мы являлись организаторами с Толей Кирилловым. Я, Виктория Михайлова, Толя Кириллов, мы организовали конкурс «Женщина года 2017». Рузеля потрясла всех своей харизмой, потрясла своим обаянием. Человек естественный. Вот то, о чем она сказала в самом начале этой передачи, каждому свое, говорят же. Да. А у Рузели действительно она такая, какая есть, и в этом ее уникальность. Поэтому я думаю, что впереди еще конкурс «Storytel». Да, впереди конкурс «Сторителлинг» по-русски, и, конечно, Рузеля примет самое активное участие. Ну, а мы сегодня с вами, дамы и господа, будем голосовать, ставьте лайки для того, чтобы узнать, на самом ли деле нам очень понравилось уже сейчас Рузеля. Чем больше будет лайков, и я, Татарстан, присоединяйся, потому что... Ура, Татарстан! Да, поэтому я жду ваши лайки. Ну, а все те, кто хотел бы принять участие в национальной премии «Сторителлинг» по-русски, вы можете сегодня подать заявку и написать на почту storytelling@udj.com. Также прислать ролик на 1,5 минуты, где вы расскажете в стиле сторителлинга о себе, возможно, ваш творческий путь. Возможно, будет интересно кому-то узнать, как вы стали певцом или певицей. Ну, а мы продолжаем, и я бы хотела сказать, Рузеля сказала, что она выпускает и газету, и вообще у нее издательский дом. Давай тогда вот эту тоже немножко твою деятельность осветим. Ты выпускаешь книги? До книги у нас еще есть 3-4 еще газеты ежемесячные. «Акчарлак». Она как бы в Татарстане у нас около 40 тысяч подписчиков, а по России у нас 5-600. На национальном языке это очень большой тираж. Да. На сегодняшний день. Да. Можешь показать книгу, да, вот в эфире. Я еще хочу насчет вот этой книжки. Да. Это «Увлекательный Татарстан», супер. Это Виммельбух в 3 языках.
издавалось 48 тысяч тиражом. Это ведь тоже большой тираж. Да. Я вот на этом месте хочу сказать слова благодарности Ментимиру Шариповичу Шаймиеву. Как он увидел, сказал, вот я еще не забываю, это же был 14-й год, а он сказал, очень большое дело сделали. Вот это для нас, вот что мы делаем, начинаем делать, все равно эти слова, как бы сказать, маяк. Благословение. Да, благословение, да. Маяк было тра. Маяк. Маяк, да. Да. Я еще хочу сказать, эту книжку, автор идеи, вот наша дочка. Она питерская сначала юрфак, потом питерское книжное дело закончила. Это автор идеи, 2,5 года она работала. Вот хочу, почему, да, мы работаем все, и у меня муж еще народный артист Татарстана, Габдельфат Сафин. Да. И он работает для нашего татарского языка. И у меня газета тоже 40 тысяч тиражом, тоже для татарского языка, для татарского народа. И вот эта книга тоже, еще вот семьи. У нас дети оба разговаривают на татарском языке, дома только на татарском языке. А вот насчет вот этой книжки у меня дочка редактировала и английский, и русский, и татарский. Супер, да. Хорошо. Вообще очень красочное оформление, то есть она книжным делом профессионально, видно, занимается, потому что сейчас как раз в моде и графикация в виде игры, я смотрю, в виде картинок, вся книга. Можешь показать, потому что действительно уникально издание. Здесь вот самые привлекательные места, исторические места, которые уже вошли в ЮНЕСКО. Да. Великолепно. Великолепная книга. Хорошо. Ну, раз ты уже дала рекламу своему мужу, давай тогда все-таки немножко скажем, кто же у нас все-таки такой муж? Привет, может, ему передашь. Нәрсе айтасым келеді, да. Вот с того момента, вот я жила же на сцене, да? Да. Но вот вышла замуж. Вот я сначала услышала, как он поет, после этого я же вела, я же все время выходила говорить слова благодарности у себя, когда были мероприятия. И после этого я перестала говорить, перестала петь и стала на мужа работать. Это вот мне же никто не заставлял. Нет, ты будешь работать вот здесь. Это вот душа так захотела. Я видела, у меня была такие надежды на него. Я видела такой, сразу он такой у нас целенаправленный, вот идет туда, куда ему надо. Правильный маркетинг. Да. Вот 27 лет он на сцене. Это тоже, вот сегодняшний день тоже вот, когда он собирает тысячные залы, это о чем-то говорит. Да. Ну, я посмотрела, как только мы заговорили о твоем муже, то 4900 человек прибавилось в прямом эфире, поэтому действительно нам интересно об этом знать. И он же известен не только в Татарстане, тысячные залы и в России, в смысле в Москве, собирает. И ты как продюсер. Я продюсер. Имя давайте назовем этого человека. Имя давайте. Виктория, ну давай, назови. Габдельфат Сафин. Прекрасно. Конечно, его все знают, конечно, знают. И поэтому, ну что, тебе вдвойне повезло, да, в этой жизни? Или ты считаешь, что все-таки ты самая удивительная женщина в его жизни? Он тоже так считает, что я удивительная. Но, знаете, это как? До этого мне было все интересно. Вот работать на него. Я все время говорю на него, хотя на нашу семью, да. Мне было очень интересно. А вот последние годы, когда я уже участвовала вот у Виктории в конкурсе, я почувствовала что мне... Я узнала, что мне не хватает. Почему-то последние годы я все время считала, что я не реализована. Вот это творчество, оказывается, у меня осталось нереализованным. Вот 2-3 года сейчас я работаю над собой. В творчестве. Хорошо. Виктория, ну вот когда ты выбирала Рузелю на обложку журнала, что тебя мотивировало? Вот как редактора, ведь это же действительно, ты же выискиваешь самых лучших. Я честно могу сказать, вообще встреча с Рузелей, она для меня так, в общем-то, очень значимая. Это как найти бриллиант, да? То есть бриллиант, который
ну, еще, в принципе, находится не в оправе. Почему? Потому что человек умеет работать, обладает уникальными способностями, но сам даже не подозревает о том, что он сам является уникальным и звездой. Поэтому, когда мы с ней познакомились, я сразу поняла, что у нее огромное количество поклонников собственных, и именно поклонников ее творчества. И самое интересное, что у нас мысли совпали. Рузеля начала автоматически реализовываться в своем направлении. И все предложения, которые следовали от бизнес-журнала, от меня лично, это именно были предложения, связанные с продвижением ее как личности, именно становлением ее как Рузели Сафиной, именно как бриллианта в оправе. Тогда, Спасибо. Рузеля, самое Спасибо. большое достижение на сегодняшний день в твоей жизни. Личное, профессиональное, какое достижение? Лично я все-таки считаю, что так как мы с мужем все время вместе работали, в сутки, считаю, все время 24 часа вместе, это сохранение вот семейного очага и баланса. Да. И еще вот я все-таки неплохая мать, воспитывала хороших детей. У меня дочка у нас и сын, дочка сейчас замужем, есть внук. Вот что меня радует, вот мои дети вот и с внуком разговаривают на своем языке, на татарском языке. Вот это тоже очень большой плюс и радость. Это вот в личном плане. А в профессиональном, если считать, эта газета тоже большой профессионализм, хотя у меня не журналист образования. У меня образование все-таки культура, творчество. А второе, вот это тоже, вот эта книга, это тоже наша радость и наш успех про нашего Татарстана. А потом я все-таки считаю, вот клип «Уфаллар баса». В детстве, когда у меня отец умер, мне было тогда 5 лет, а маме 35, старшему 7, а младшему брату было 1,5 года. Тогда все таскали телегу, это ручная телега. Вы, наверное, и не знаете, что такое ручная телега. Я думаю, что я должна догадаться, что ручная телега. Вот, мы все таскали сено, зеленую траву, чтобы коров этих кормить, на зиму собирали. Это для меня очень такая тяжелая работа была. Я не хотела вот этого делать. И я думала, когда я вырасту, я напишу об этом книжку, что у меня такая тяжелая была судьба. А я книжку не написала. Вот когда вот создали вот эту песню, дали Габдельфату, идею дали, но потом все равно слова там автору я тоже передала. Вот «Аним иелген бүгілген», «Ошатта ишертте уфаллар басы». Вот эти мои, вот это как называется, мои предложения. Да. Корректировки. Корректировки, да. Я даю автору. Я говорю, напиши, пожалуйста, про это. Она у меня спрашивает, а что это такое уфаллар басы? Потому что она моложе и не знает, что такое уфаллар басы. И потом вот эти тексты я ей дала. Через полчаса она дает текст, и сразу же Габдельфат делает вот с этого песню, аранжировки там, споет. А клип-то я снимала, потому что это же моя жизнь. Вот это моментально, за 2 часа решалось вот этот, кто будет участвовать, какой будет сценарий, где будем сниматься, где найдем телегу, кто будет помощники. Вот за 2 часа. А следующий день уже я сама за рулем поехали туда, с 12 до 5 снимали, и все, клип готовый. То есть он стрителлинговый такой, Да. про твою судьбу. А люди же вот делают клип иногда месяцами. Это Не за 5 могут часов понять, да. сделанной. Это моя судьба. Это не только моя судьба была. Это всего народа судьба была. Поэтому 7 лет Габдельфату требовали, чтобы он спел эту песню, когда во время концерта. И до сих пор еще спрашивают. Столько писем мы получали после этого. Кто плакал, кто там слова благодарности. Я в этот момент ощутила народ вот внутри. В те годы все равно вот тяжело жили. Вот это они выпустили вот с этой песни. Я так считаю.
Ну, замечательно. Я теперь поняла, почему именно ты была приглашена делегатом в Организацию Объединенных Наций от Татарстана. Рузеля Сафина представляла женскую делегацию. И действительно, это уникально. Это ты определенный глаз своего народа, народа Татарстана. Вот теперь мне все становится на свои места. Виктория, расскажи, ведь ты тоже была делегатом в Организации Объединенных Наций от Татарстана. Как вам удалось вот это все организовать поездку? Ведь я знаю, что очень многие хотели бы поехать, но именно вы, Виктория Михайлова и Рузеля Сафина. Еще у нас, конечно, Фарида Хузина. Привет тебе огромный, Фарида. Мы тебя очень любим. Видишь, тебя вспоминаем. Почему именно вы? Ваши достижения в Татарстане. Татарстан – великолепная республика, там все развивается. Она уникальна тем, что там намного быстрее рождаются процессы бизнеса на сегодняшний день. И все, я поскольку немножко больше знаю про IT-технологии, то я вижу там как бы самородки новых бизнесов, цифровой экономики. И почему именно вы тогда были в этой делегации? Я честно вам могу сказать, Татарстан действительно знаковая республика. Благодаря нашему президенту Рустему Нургалиевичу Минниханову, человек, который активно вкладывает все ресурсы именно в продвижение, информационное продвижение инфоресурса, мы всегда опосредованно принимаем то, что в Татарстане, в принципе, приветствуется. И когда Наталья Коневец, спасибо вам, мы много раз скажем сегодня спасибо, предложила нам съездить именно с делегацией Татарстана. И я думаю, не случайно вы нам предложили именно в расширенном составе принять участие в Ассамблее ООН, которая проходила в Швейцарии. В принципе, наши дамы очень активные, учитывая, что мы все находимся в инфопространстве, все очень четко следят за изменениями, которые происходят в этом поле. По сути, Рузеля Сафина, Фарида Юсуповна Хузина, и еще наша замечательная Наталья Ростова, которая тоже была в этой студии, да, и была number one, да, именно лицом с обложки бизнес-журнала Республики Татарстан. Мы все очень активно откликнулись на ваше предложение. Я думаю, что наши дамы, учитывая, что сейчас здесь находится Рузеля Сафина, получили огромное удовольствие и пользу от этой поездки. Поэтому мы хотим вас еще раз поблагодарить. И можем заверить вас, что следующая поездка состоится в этом же составе, если вы нам это позволите. Да. Мы ждем с нетерпением вашего предложения по поездке. И сейчас намечаем для себя определенные планы. И хотим к вам выйти с предложением по проведению круглого стола на той площадке. Возможно, это будет в Женеве, возможно, нет. Но Генеральная Ассамблея ООН, она собирается в разных странах, вы же сами знаете об этом. И мы сейчас находимся в поиске и в ожидании от вас ответа по поездке. Я поняла. Ну, действительно, деловые женщины России успешно продвигают и международный бизнес, выступают на международных площадках, готовятся также и в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке делегации. Но я бы хотела вернуться к нашей героине, дорогие дамы и господа, потому что для меня очень важно в 21 веке, в веке, скажем, творчества, в веке, когда эмоциональный интеллект очень важен для каждого человека, именно, скажем, изменилась и логика иногда отступает на второе место, а берет верх творчество. Важно ли, скажи мне, Рузеля, развивать вот этот творческий потенциал? Вообще всем, не только женщинам. Нужен ли нам творческий потенциал? Нужен. Это я у себя знаю. Потому что когда женщина реализована, она только тогда счастлива. Вот. Когда женщина счастливая, она все сможет. Ну, то есть тогда происходит гармония и в семье. Да, гармония в семье, везде, везде, да. И рождаются сразу стихи. Еще на татарском языке, между прочим, сразу. Да. Когда ты чувствуешь, что вообще везде гармония. Музыка рождается. Ну, так где стихи? Где стихи? Но это не мои. Не твои. Не мои, но у Гульнура Ахмадуллина, можно, да, прочту? Да, это у нее, она пишет так и философски, так, но мне нравятся ее стихи.
Рәхәт миңа, син кайтасын көтү. Үзе газаплы да, үзе ләззәтле. Җаныма саф сөю уты тотып, тутырам көтү сәгатен. Мин көткәнне беләсең син, шулдыр ул ярату. Сагыну рәхәте, көтүнең рәхмәте. Нинди кадерле бу сөю рәхәте. Ой, рахмет, вообще. жаксы, Да. и все на свете вместе взятые. Молодцы. Ребята, у нас сегодня сторителлинг по-татарски, это я уже поняла, поэтому включайте наушники, если кто-то не знает перевод с татарского, вы еще можете подключиться, потому что мы будем продолжать оставшееся время на татарском языке. Итак, Виктория, тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот уникальность женщин в Татарстане, ведь она, почему Запад, Восток, откуда столько уникальных женщин в Татарстане? Это же вот действительно уникальные самородки. В чем вот особенность? Действительно, я вот смотрю на Разюлю, это кладезь. Она все может, поет, у мужа продюсера, вырастила прекрасных детей. Передо мной Виктория Михайлова, которая это вообще уникальная дама, которая, извините, пол Татарстана вдохновила то, что они сейчас занимаются современнейшими бизнесами. В чем ваша изюминка, девочки? На самом деле даже не знаю, что вам ответить. Я думаю, что это свыше. Я думаю, свыше, что да. это область, этот регион, он отмечен свыше. Недаром Казань, это там, где проходят культовые вещи, это некое варево, да, то есть это некое блюдо, которое подают в лучшем виде, и мне кажется, мы являемся лучшими представителями этого блюда. Поэтому Татарстан – это республика, которая несет свет. И я думаю, что в этой республике еще будет много приготовлено по вкусу многим. Замечательно. 5429 человек в прямом эфире. Ставим лайки. Народ все подходит, не уходит. Передача нравится. Поэтому я бы хотела сказать, что хотелось бы поговорить о перспективах, о ваших, о журнале. Виктория, журнал набирает обороты, все его начинают узнавать. Лицо с обложки все больше и больше уже устраивается определенная очередь, конкурс определенный, чтобы стать лицом с обложки. Немножко о твоем журнале. Я могу сказать, бизнес-журнал, он дает возможность людям продвигать свой бизнес и продвигать себя. Женщинам чувствовать себя женщинами, мужчинами реализованными мужчинами. Данный журнал является подписным и захватывает ту аудиторию, которую многие журналы не могут предоставить. На самом деле мы ждем новых представителей на обложку и всегда готовы рассматривать разные кандидатуры. Но я знаю, что не только журналом Виктория занимается, у нее также прекрасное, скажем, такое отделение прекрасное закрытого клуба деловых женщин России в Татарстане, и там у них настолько развиты всевозможные программы, они прекрасные договоры заключали и с компанией Mercedes, и со многими другими, все время они находятся в тренде. Как это удается? Это удается очень просто, благодаря тому, что в нашем составе, в составе наших дам находятся такие женщины, как Рузеля Сафина, как Фрида Исупна Хузина, такие как Наталья Ростова и многие другие, как Екатерина Агапова. Я считаю, я не могу всех перечислить, как Рашида, которая сегодня, кстати, день рождения, мы ее поздравляем. Да, поздравляем. Да, Рашида – это уникальный врач, кардиолог, и действительно уникальная тоже женщина. Как-то вот так пришлось к месту. Я вам честно могу сказать, именно место, именно деловые женщины России дали возможность в Республике Татарстан еще подарить нашим дамам больше солнца, света и информации. А информация – это всегда двигатель вперед. Кто владеет чем? Информацией, тот владеет миром. Все. Да, замечательно. Но вы, девочки, знаете, не так много времени осталось. Я бы хотела, чтобы у нас Рузеля побольше все-таки рассказала еще какие-то комплименты, возможно, своей семье, возможно, своему творчеству, потому что уже пора нам, зрителям, говорить до свидания, поэтому акцент делаем, что бы ты хотела еще сказать. Можно по-татарски говорить? Давайте. Хөрмәтле, кадерле дуслар, хөрмәтле ирем, кадерле балаларым, хөрмәтле хезмәткәрләр,
Біздің Оқшырлап нәшрият йорты шулай ук Ғабділфат ижад бірләшмәсе артистлары. Барығызға да зур қайнар сәлемнәрімні жібересім келе. Я очень счастливая женщина, я могу это сказать, но когда-то я этого не понимала. Я начала понимать, когда я начала реализоваться. Вот поэтому всем я желаю, чтобы вы реализовали свои мечты в творчестве. Вот спасибо тебе, Виктория. У нее есть хороший моторчик внутри. Она всех двигает нас. Спасибо тебе. Спасибо вам. Хорошо. Вика, ну давай тогда ты говори уже. Я хочу поблагодарить Наталью, нашего покровителя именно в Москве, именно не только на Радио Метрикс, но и в деловых женщинах России. Мы благодарим, что вы когда-то нас сюда пригласили. Мы сюда классно влились. Я могу сказать, что сегодня судьбоносный день. Мы живем в последний день зимы. Сегодня 28 февраля. И на самом деле это не просто так. Сегодня мы переходим в стадию рассвета и процветания. Поэтому благодарим вас, благодарим Радио Метрикс, благодарим человека, который нам дает этот эфир, и благодарим Рузелю Сафину, которая сегодня со мной приехала в Москву. Благодарим вас, Наталья. Да. Огромное вам спасибо. Спасибо. Ну и буквально одно пожелание зрителям. Что бы ты хотела сказать? Зрителям всем. Бақытлы болыңыз. Вика. Процветание. Процветание, замечательно. Ну а мне остается только сказать, что я сегодня, как всегда, в рубашке от сети магазинов Леди Шарм. Завтра первый день весны, поэтому, естественно, приобретаем блузки с цветочками, чтобы вызвать весенний кураж. У нас сегодня последний день зимы, а завтра начинается весна. Надеваем блузки, платья от сети магазинов Леди Шарм и встречаем женский праздник. Ну, а с вами всегда, как всегда, была программа «Старителлинг по-русски» и я, Наталья Коневец. До новых встреч!